В окрестностях села Кос под Судаком завершается сбор винограда. Здесь находятся виноградники Солнечной долины. Это винодельческое хозяйство – одно из немногих в Крыму, не отказавшихся от выращивания аборигенных сортов винограда. Среди сортов черного крымского винограда наиболее популярны Эким-Кара, Джават-Кара и Кефесия. К белым аборигенам здесь относят Саро-Пандас, Кок-Пандас, Салдаю, Кокур, Капсельский белый и другие. Выращиваются они здесь с незапамятных времен. O üzümleri eskilikten dedelerimiz Kos koyunda ostırmışlar eken. Onlardan erteki yıllarda ostırıp, şarap yapıp, dedem soliydi varıp, avuşturup geliler eken. Başka yemekleri. Именно здесь производят настоящее вино «Черный доктор». Его делают из винограда старинного крымско-татарского сорта Эким-Кара, название которого так и переводится «Черный доктор». Вырастить Эким-Кара в другом районе Крыма можно, но по вкусу и химическому составу это будет уже совсем другой виноград. Эким-Kara yüzümü kuru bir anda oysi. Kos koyunda pek çok güneş günler var. Yağmur az olduğu yaramay. Toprağı da doğru geliyor. Onun için bunu уникальный микроклимат дилер Козда, абы yüzümler остырмек için. Помимо Эким-Кара в состав знаменитого и наиболее часто подделываемого вина «Черный доктор» входят такие аборигены, как Джават-Кара и Кефесия. Всего в Солнечной долине выращивают более 10 автохтонных сортов винограда. Ими занято более 35 гектаров земли. Я когда пришла в 1987 году, эти были сорта, и мы их заготавливали здесь на месте. Мы ниоткуда привозных не брали. Уже был именно вот этот виноградник, вот здесь был. Потом его раскорчевали при мне в 88-м раскорчевали, в 89-м подняли плантаж, а в 90-м мы посадили заново его. Это лето в селе Кос выдалось особенно жарким и засушливым. За последние 4 месяца здесь не выпало ни капли дождя. А столбики термометров на солнце поднимались до 50 градусов. Несмотря на это, урожай винограда выдался богатым. Но они все устойчивые. Вот они все равно, как бы там ни было, но они сохранились. Видите, как зелень еще осталась даже на листве, что они сохранились. Они выдержали эту жару, выдержали все. Все крымские сорта винограда сильно отличаются друг от друга по вкусу, и при этом они все ценятся выше завезенных. У нас это идет на марочное, все же на хорошие вины, только наши местные. На сухое мы берем только привозные. Несмотря на то, что большая часть виноградников в Крыму сейчас занята завезенными сортами, будущее у автохтонных есть, убеждены виноградари. Но они никогда, наверное, не выведутся. Местные сорта будут постоянно. Потому что без них никак нельзя. Как бы там ни было, но они остаются у нас на первом месте.